Слушай, Алсу, ну вот в этом году наконец-то мы прошли через горнило ЕГЭ, пережили это, ну, с сыном сдавали, поступили. Ну, конечно, надо через это просто пройти, да? Ты вообще знаешь, что такое ЕГЭ? Тебе надо расшифровывать? Ну что ты, ну, Руслан, перед тобой стоит вот продукт. Ты экспериментально сдавала в первую волну в 2002 году математику. Слово ты какой? Продукт Башкортостана, да? Продукт ЕГЭ. ЕГЭ. ЕГЭ, это вот она может кому-то нравиться, кому-то не нравится. Но вот ЕГЭ есть, и это как данность, через которую нужно пройти. Мне нравится и ЕГЭ. к которой нужно готовиться теперь чуть ли не с 3-го класса. Мне нравится ЕГЭ. Я считаю, что это прекрасная возможность ребенку из глубинки поступить на общих основаниях, допустим, в столичный вуз. Но это же прекрасно. Ну, на ЕГЭ все по-разному смотрят. Допустим, ЕГЭ на порядок снизила коррупцию в этой сфере. Я согласен, да. Но с другой стороны, вот ЕГЭ, как я считаю, явно не способствует развитию у ребенка творческих наклонностей, либо там логического мышления. То есть качество образования страдает все равно. Зачем экзамен должен способствовать каким-то творческим наклонностям? Он должен просто показать качество полученного образования ребенком. Вот говоря о качестве образования, да, вот на эту вещь у каждого есть свой взгляд. Там у родителей один, у детей там другой, у педагогов третий. Вообще качество образования очень спорная вещь. И давай поговорим сегодня. Давай поговорим. Современная реальность с ее цифровыми технологиями и безграничным потоком информации предъявляет жесткие требования к знаниям. Школьные программы из года в год становятся более насыщенными, а нагрузка на учеников растет, особенно на выпускников. В погоне за знаниями главное не потерять индивидуальность самого ребенка, соблюсти баланс между знаниями и его интересами и не лишить детства. Школа должна быть тем местом, куда ребенок стремится прийти каждое утро. Для этого необходимо создавать благоприятные условия. Большой полезный шаг – это переход на 5-дневную систему обучения по личной инициативе Радия Хабирова. Сертификаты на дополнительное образование, умные школы, единое меню питания. Какие еще нововведения с нового учебного года в наших школах – посмотрим в нашем материале. По количеству новых школ в этом году наш регион опередил соседний в несколько раз. 2 новые школы в Уфе станут не просто общеобразовательными, а инновационными, полилингвальными. Обучение в такой школе будет вестись сразу на нескольких языках. Для начала на башкирском и английском. Учителям пришлось самим сесть за парты и начать учить языки. По личной инициативе Радия Хабирова все школы республики с нового учебного года должны перейти на 5-дневное расписание. В уфимской 3-й школе это коснется старших классов. Педагоги уверяют, что на качестве образования нововведение не отразится. Дети могут учиться и через систему интернет, могут и заниматься дома, проходя по ссылкам, могут смотреть интерактивные ресурсы. И мы внедряем это все. Мы готовы на риски образования реагировать. Мы знаем, что мы достигнем хороших результатов. В первый же учебный день школьники, сначала в основном в Уфе, начали получать специальные универсальные карты. По ней и в автобусе можно проехать, и за питание заплатить, да и просто использовать как пропуск в школу. Новый вкус и качество обещает новая программа единого меню для всех школ. Тех, кто будет старательно учиться и побеждать в олимпиадах, с этого года будут премировать. Раньше у нас была задача только подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников. До заключительного этапа их довести. У нас там были тренировочные сборы, у нас там была работа с педагогами и с детьми. А теперь появился целый комплекс мер и концепция развития одаренных детей, где предполагается еще и дистанционное сопровождение. Это портал «Одаренные дети». Это работа с кадрами, и их количество в разы увеличивается. Впервые в этом году среди молодых сельских учителей республики проводится конкурс на грант главы Башкортостана. По итогам конкурса 100 лучших педагогов получат финансовое поощрение по 600 тысяч рублей. Уже понятно, что в новом учебном году мы ждем качественных изменений в разных аспектах школьной жизни. Это и единое меню питания, инноваторские программы и поощрение лучших школ, учеников, педагогов. Обо всем об этом, а также еще и о безопасности, дополнительных занятиях, учебной литературе, о полилингвальных школах и даже теплых туалетах – все, что в итоге составляет качество образования, сегодня мы обсудим в студии программы «Честно говоря» с нашими гостями. Итак, Ольга Панчихина, руководитель общественной палаты
Алматы Республики Башкортостан, Ильдар Мавлетбердин, первый заместитель министра образования Республики Башкортостан, и Рустам Ахмадинуров, ко всем его прочим регалиям, советник ректора Российского государственного социального университета. Итак, спасибо, уважаемые гости, что пришли поговорить о такой важной теме. Ильдар, на днях прошло очень важное ежегодное мероприятие, да, традиционный августовский педсовет. Какие наиболее важные конкретные задачи стоят теперь вот в сфере образования? Традиционно по итогам указанного совещания дается некий вектор направления, да, и ряд поручений, которые становятся самыми важными, самыми основными для системы образования. Раиль Фаридович, мне кажется, достаточно очень четко дал понять, что первое и основное – это создание комфортных и безопасных условий пребывания ребенка в стенах школы. Это и теплые туалеты, это и выполнение требований антитеррористической безопасности, это комфортные условия в части питания, да, это единое школьное питание. Отдельное внимание было уделено работе с одаренными детьми. Приведение школ, учебных заведений в надлежащий вид за счет каких средств? Или выделяются какие-то дополнительные деньги? В этом году на капитальный ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций республики было выделено из бюджета республики более 1,5 миллиарда рублей. Ну, это серьезные деньги. Это серьезная сумма, учитывая, что в прошлом году сумма этих средств была порядка 700 миллионов. Я прошу прощения, уточняющий вопрос. Это не имеется в виду строительство новых учебных заведений? Это ремонт уже существующих, да? Все точно. Капитальный ремонт и благоустройство. Скажите, а много на самом деле было школ с туалетами на улице? Порядка 300 школ получили средства из республики и средства из бюджета Республики Башкортостан на обустройство теплых туалетов и комфортных условий. Ну, Ильдар, давайте вот, честно говоря, да, как и называется наша программа, Хабиров поставил задачу, чтобы до 1 сентября не осталось ни одной школы с холодным туалетом. Это выполнимая задача? Всех безусловно, предупредили, и мне кажется, здесь правила игры такие очень простые. Есть поручения, да, есть выделенные средства, то есть жаловаться на то, что у меня нет на это денег в муниципалитете, у школы нет. Все по-честному. Все по-честному. Все по-честному, да. Продолжая вопрос денег, да, Хабиров на педсовете говорил еще о поддержке одаренных детей и говорил о внедрении системы сертификатов. Что-то можно, как поподробнее об этом? Если начать с поддержки одаренных детей, то я могу сказать следующее. В прошлом году каркас этой системы был построен. 30 ноября мы утвердили концепцию по поддержке одаренных детей в республике. А концепция, вот можно немного поподробнее? Цель концепции – это создание единой системы работы с одаренными детьми. То есть это и поддержка олимпиадного движения. То есть все олимпиадное движение, каждая школа, каждое образовательное учреждение должно сосредоточиться в одних руках. Это создание единой базы одаренных детей. В-третьих, это формирование единой базы наставников и единой команды наставников по каждому учебному предмету. В-четвертых, это эффективная методическая работа. Давайте вот поконкретнее. На какую материальную помощь может рассчитывать ребенок, который, допустим, стал призером Всероссийской олимпиады? По русскому языку. Мотивация у него есть? Так вот, если ребенок стал призером олимпиады перечня, он получает 30 тысяч рублей. Если он становится победителем олимпиады, он получает 60 тысяч рублей. Но это еще не все. Мы же в первую очередь понимаем, в чьих руках находится, да, ребенок, подготовка ребенка. Поэтому помимо поощрения самих детей, поощряются еще и их наставники. То есть, если я подготовил ребенка-победителя, условно говоря, Всероссийской олимпиады школьников, то я также получаю 60 тысяч рублей. Ну, это справедливо. Как и в спорте. Это даже какая-то спортивная система. Да? Такого 6-7 лет тому назад, когда моя дочка заканчивала, не было. То есть она победила в олимпиаде МГУ Воробьевы горы, но никакой мотивации не было. Она поступила в МГУ у нее. Но главное, она поступила в МГУ. Вопрос, которым постоянно задаются родители. Почему одаренные дети, стобальники уезжают поступать? Ладно, в Москву, Питер, это как бы понятно, но другие города, Казань, Екатеринбург, даже Саранск. Почему, Ольга? Ну, у нас, наверное, нет всех тех востребованных специальностей, которые есть в федеральных вузах. Поэтому это одна из причин, когда ребята отсюда уезжают. Потому что, ну, скажем, не всем профессиям у нас обучаются. Это аргумент, здесь. хорошо. Да. Ну, ведь вопрос не только в факультетах и специальностях. Но у нас, скажем, в Саранск, Мордовии давным-давно одаренные дети вообще уезжают.
потому что там очень хороший центр одаренности. В принципе, он первый в России. Мы просто упустили, мы упустили работу и с одаренными детьми, у нас не создана была система. Мы упустили работу по созданию федерального вуза, когда лет 10 назад федеральный центр, 8-10 лет тому назад начал создавать федеральные центры, мы упустили эту работу и не представили нормальную заявку. Почему? Почему так? Но я считаю, что здесь и само руководство учебных заведений проморгало эту ситуацию. То есть был конкурс, нужно было давать и подкреплять, соответственно, работать с федеральными властями. Мы упустили в национальные исследовательские центры, не попали. При том, что наши соседи, и Татария, и Самара, там, и Екатеринбург, и Пермь, да все имеют или федеральный, или научно-исследовательский центр, национально-исследовательский. Соответственно, это дополнительное финансирование по 600 до миллиарда рублей ежегодно. Понятно, у них лучшая база. Понятно, что дети стремятся, и родители стремятся отдать своим детям лучшее образование. Это их право. Да. Это их право. Но еще не поздно или все уже поезд ушел? Нет, я думаю, что сейчас это все возможно. Просто вот разобщенность, здесь я соглашусь тоже с коллегой, разобщенность властей и республиканского. Ну, мы помним пресловутый конфликт республиканских и городских властей, когда, условно говоря, за условный или конкретный мост никто не мог отвечать, и мы ездили в пробках, да, там, лето 2 назад. То же самое здесь в вузах. Вузы каждый решал свои локальные задачи. Спасибо, мы продолжим разговор через несколько минут. Немного об итогах прошлого учебного года в цифрах. В Башкирии ЕГЭ сдавали около 20 тысяч выпускников, 108 из которых получили максимальную оценку – 100 баллов. Но есть и не очень приятная статистика. Больше 3000 учеников не набрали по разным предметам даже минимальных баллов. У них, видимо, не хватило знаний. А 24 ребенка и вовсе не получили аттестат зрелости. Наш корреспондент разбирался в причинах удач и неудач башкирских выпускников. Визитом родителей выпускников, которых лишили аттестатов за то, что списывали на ЕГЭ, директор школы в Старобалтачево был явно удивлен. Мужчина, кажется, уверен, что педагогический долг их учебное заведение выполнило. А вот родители возмущены. В первых числах сентября 11 детей будут снова сдавать ЕГЭ, а вот школа за 2 последних месяца ни разу не поинтересовалась, нужна ли помощь в подготовке. Хотя во всех отчетах она значится. Вот замглавы района по соцвопросам заявляет. Прежде всего мы работали с учащимися, с выпускниками. А что делали? Психологов пригласили. В школах у нас идет репетиционная работа с этими учащимися, то есть в плане подготовки к сдаче ЕГЭ. Разговаривали с родителями, разговаривали с детьми. Никаких занятий с ними не было, никаких психологов с ними не было. Зачем вы врете? Нет, я не вру. Нарушения, они встречаются всегда, из года в год. Как бы мы ни предупреждали, ни говорили, родителей предупреждаем, самих детей предупреждаем о том, что есть порядок, есть требования, что нельзя пользоваться какими-то запрещенными предметами, да, сдавайте честно. Но из года в год такие случаи встречаются. То, что педагоги школы были пособниками в нарушении на ЕГЭ, сотрудникам Рособорнадзора стало ясно, когда они открыли архив видеофайлов. Вот момент, запечатленный камерами видеонаблюдения, который вызвал у контролеров подозрения. Девушка буквально на глазах у учителя обнаруживает свернутый рулон непонятных бумаг. Взрослый, кажется, делает вид, что в упор этого не замечает. Вызвали сомнения и другие кадры. Вот, например, девушка на первой парте перекладывает листы с заданиями, и каждый раз на несколько секунд ее рука неестественно замирает над ними. Это движение сотрудники Рособорнадзора сочли за проведение фотосъемки. Похожее поведение и у остальных выпускников, чьи результаты экзаменов были аннулированы. Этот юноша только получил задание, начал над каждым из них скрещивать ладони. А эта девушка, кажется, совсем не скрывает, что что-то фиксирует. Абсолютно все выпускники, которых обвинили в нарушениях при сдаче ЕГЭ, выходили из кабинетов минимум 2 раза. Все в разное время поднимали вот так листы с контрольно-измерительными материалами, как будто прикрываясь от камеры. Выписка из решения Балтачевского межрайонного суда. 10 часов 29 минут 15 секунд. Прикрываясь листами бумаги, достает посторонний предмет, похожий на камеру. Кладет на стол, ведет фотосъемку Ким.
10 часов 26 минут 26 секунд. Спрятанные в ладонях, сложенных вместе рук фотографирует Ким. Перекладывает их, двигает локтями, наводит резкость. Периодически смотрит по сторонам и на камеру. Такие формулировки из судебного решения нарушают презумпцию невиновности, считают родители обвиненных в списывании выпускников и их адвокат. Ничем не доказано. Это предположение, что снимают на такие записывающие устройства. Далее идет якобы дети откуда-то достают или справочный материал, или шпаргалку, или готовый текст, но и списывают. Но фактически она не доказана ничем. Радик Султанов бережно перебирает вещи дочери выпускницы. Красный аттестат, золотая медаль, шикарное, специально сшитое платье на выпускной. Его девочка по баллам уже поступила в медицинский университет. Хотела стать педиатром. Известие об аннулировании результатов ЕГЭ по русскому языку поразило девушку так, что ее пришлось госпитализировать. Зачем списывать, если все знаешь? На дополнительную подготовку дочери по ЕГЭ мать-одиночка Гульшат Карамова выложила крупную сумму. В аттестате у девочки одна лишь 4. Но теперь он считается недействительным. У дочери Гульшат аннулировали результат по основному предмету – по русскому языку. Пришла смс-ка неизвестного номера. Пишут, чтобы мы за 1-2 дня принесли аттестаты в школу. Непонятно от кого. Если мы не принесем, то администрация школы вынуждена обратиться в полицию. Родители пытаются теперь в судах доказать, что их дети не списывали на экзамене. Есть возможность доказать свою правоту и делом, написать экзамен еще раз. Этот дополнительный этап пересдачи ЕГЭ специально организован в сентябре. А какие были выводы сделаны после Балтачевского случая? Во-первых, мы аннулировали результаты ЕГЭ у ребят. К сожалению, у 11 из этих ребят это были предметы обязательные, это математика, русский. К счастью, в соответствии с новым порядком проведения государственной итоговой аттестации, такие ребята, у которых аннулированы результаты по ЕГЭ, допускаются к сентябрьскому периоду сдачи ЕГЭ. Сейчас я не сомневаюсь, мы доведем качество нашего среднего образования, школ, до нормального, выше среднего федерального уровня. Но не будем ли мы все это вкладывать для университетов других субъектов? Если у нас качество высшего образования не будет повышаться, и мы не можем на это повлиять. Ну, вы действительно заметили, такой непростой вопрос. У нас общее образование сейчас уже в 8. В 10, 8 место занимает по стране. Высшее образование. Ну, вот Ради Фаритович отметил, что, знаете, может быть и неплохо даже, что наши ребята поступают в ведущие вузы. Главное, чтобы они потом возвращались. Да, он очень четко дал понять, что главное, чтобы они возвращались в республику, а для этого нужно создавать новые рабочие места, высококвалифицированные рабочие места, чтобы они были востребованы здесь. А я, знаете, не соглашусь, да. Вот мы об этом говорим как мантру. Я помню эту цитату, прошлый министр образования говорил. Сейчас вот Ради Фаридович эту мысль вы сейчас повторяете. Да, мы, конечно, это желаем. Но по своему ребенку, вот у меня ребенок уехал, я сейчас говорю, давайте вернись. Она там с кем-то уже, извини меня, это где-то нашла какую-то эту, и сложно мне ее вернуть. Конечно, если уезжают, конечно, ну разве мы будем против своих детей, да, но нужно создавать условия. Но ведь посмотрите, у нас 38% бюджетных мест, в Оренбургской области 45%. Бюджетных мест. В Казани больше половины. Сейчас совсем другие дети. Ну, даже дети с районов, они все равно уже хотят, ну, более-менее каких-то нормальных условий. Современных. Поэтому строительство межвузовского кампуса, о котором сейчас республика озаботилась, это вот дело, которое нужно делать здесь и сейчас. Давайте поговорим о зарплате учителей. Соответствуют ли они критериям майских указов? Хватает ли им? Потому что приходится слышать разные мнения, в том числе и что официальные цифры, которые докладываются, не соответствуют тому, что есть на самом деле. У нас правда не хватает 1500 педагогов в республике? Мы сделали прогноз. Действительно, дефицит в педкадрах 1500 педагогов. Это не значит, что, условно говоря, у 5-го Б-класса, да, вот, не будет учителя математики, и они не будут получать определенное количество часов. Это значит, что нагрузка на одного учителя возрастает.
Если он приехал поступать в педуниверситет целевым назначением из условного Аскинского района, и он обязан вернуться туда работать, я правильно понимаю? Целевое обучение – это вообще отдельная тема. Дело в том, что не все выпускники, во-первых, раз идут в школу, потому что мы видим во всех сферах жизни, мы это хорошо. Мы это видим, да, конечно. Да, не только в школах работают. Да. Во-вторых, нежелание возвращаться выпускника педагогического университета в село. Ну, вообще проблема в педагогах есть очень большая. Это раз. Кадровая проблема. Да, кадровая. Плюс я считаю, что все равно, конечно же, по целевикам, действительно, если у тебя есть какое-то преимущество в поступлении, на тебя государство затратило средства, то ты обязан поехать и отработать те там определенные. А если он не приехал? Вот смотрите, Ольга, а если он не приехал? Куда вот он с этого Аскинского района не приехал. Не вернулся Он не вернулся туда. Мы же ничего не можем сделать. Ничего не можем сделать. Вот мы же диплом не отберем, парадокс в том, что мы заключаем эти договора, мы направляем. Но если он не приехал, этот глава Аскинского района, у него практически мало возможностей повлиять на этого целевика. Как раз мы разбирали дефицит педагогических кадров. Действительно, более половины – это нехватка учителей на селе, но огромные пласт учителей – это Уфа в том числе. Ну, видимо, из-за недостаточной зарплаты, да, Оль? Потому что, чтобы получить нормальную, достойную зарплату, должен быть и стаж, должно быть большое количество часов, чтобы ее подсобрать, эту зарплату. Потому что, во всяком случае, работая учителем, и друзей у меня учителей очень много, чтобы получать нормальную зарплату, чтобы ее хватало от и до, это нужно иметь как минимум 2 ставки точно. Это целый день находиться в школе. Обязательно должно быть классное руководство. Кстати, молодежь не так активно сейчас берет классное руководство. Это тоже проблема, потому что мы учим предметы, но мы как-то где-то опустилась эта воспитательная часть, и все хотят только провести уроки. Спасибо, а мы вернемся к разговору через несколько минут. Драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок, а еще мне петь охота. Какой бесплатный минимум дополнительного образования есть в республике, а на что родителям приходится тратить деньги сверх, мы посчитали, в какой бюджет обходится обучение ребенка. Всегда ли оправданы эти траты в нашем материале? Подготовить ребенка ко дню знаний, купить форму, обувь, ранец, тетради – это далеко не все расходы на школьника, говорит мама 2 детей Олеся Вильданова. Учебное расписание сына второклашки, который теперь будет ходить на уроки к обеду, добавило ей и новых переживаний, и дополнительных расходов. Женщина теперь в поисках няни, которая отводила бы в школу и приводила ребенка домой. Продленка в их учебном заведении не предусмотрена. Ознакомилась с расценками, планируем, что примерно пара тысяч в месяц будет еще также на это уходить тоже. Общий бюджет получается порядка 13-14 тысяч рублей, дополнительно еще. Покупка специальных учебных тетрадей стала уже обязательной для бюджета родителей школьников. На них тратят от 1000 до 1500 рублей в год. Педагоги вздыхают. Каждый год появляются новые, улучшенные учебные материалы. Например, вот такой облегченный вариант учебника для первоклассника. Без картонной обложки, поделенной на 2 части. То, чего не хватило нам, не было финансовой возможности, мы всегда обращаемся в организацию родителей детям или к родителям-добровольцам, кто мог нам помочь в этом вопросе. В бюджет затрат на образование входит и стоимость различных секций кружков дополнительного изучения языка. В Уфе в среднем месяц дополнительных занятий стоит около 3000 рублей за одно направление. В этом году в качестве эксперимента в 36 муниципальных образованиях будет введена выдача родителям сертификатов на посещение секций и кружков. Вот какая учебная литература, какая бесплатная, какая положена, какую надо докупать? Есть стандарт? Какой минимальный? Минимум. Тут нету понятия минимума. Есть федеральный государственный образовательный стандарт, есть перечень учебников, который утвержден, входит в федеральную линейку учебников. Есть учебный план, и, соответственно, предметы. Так вот, обеспечение должно быть 1 к 1. То есть ребенок должен быть обеспечен 100% в соответствии с этим перечнем. В соответствии с этим перечнем. Потому что бесплатно. Если условный попечительный фонд, условной 39-й школы оформляет сбор денежных средств протоколом общего собрания, это законно? Нет. Я считаю, что вообще добровольность, признак добровольности – это… То есть нарушение признака добровольности является какая-то фиксированная сумма. Если, условно говоря, 10 родителей сдали по условной сумме по 1000 рублей, то о какой добровольности может быть речь?
Но это уже какая-то фиксированная сдача денег. Очень много жалоб приходит по этому поводу. Но когда я говорю, дайте факт, какая школа, какой учитель, какой директор, никто ничего не пишет. Вот я сам ходил на эти собрания родительские, и все время только одно, в смысле, на этих собраниях выносил в итоге. Это сколько? Сколько надо отдать? Вот как раз Сдать на шторы. Эльдар Маратович как раз об этом говорил, что какой должна быть школа, я а хочу мне бы сказать, хотел сказать, и сколько нужно сдать на такую в смысле, школу. я-то не против, но суть в том, что у людей, в смысле, вот они видят, вот условно говоря, эти шторы или этот ремонт, который мы делаем в классе. И вопрос у родителей, особенно у которых нет денег-то особо лишних, тут государство, муниципалитет дает на ремонт этого, допустим, класса или это из наших денег, и тут да? еще из наших денег. Непрозрачность. Прозрачность и вообще обсуждение, наверное, этих боремся. вопросов, оно всегда очень должно быть этичным и понятным для каждого родителя. Если мы вот на это собираем, это на что мы собираем? Что все-таки главное для создания нормальных, благоприятных условий для учебы ребенка в школе? Это пространство, то есть окружающее пространство, вплоть до... Для успешной учебы, для качественной учебы должно быть сформировано хорошее, комфортное пространство, начиная со входа в школу, с территории, с площадки, спортивной площадки, вход в школу, лаборатории, кабинеты, парты, столы, теплый туалет, питание, да, даже цвет краски, ну, естественно, хороший учитель. Уважаемые гости, мы к теме образования еще обязательно вернемся в наших следующих выпусках. Спасибо вам за честный разговор. До свидания. Спасибо. Спасибо. Руслан, обсуждая тему качества образования, я бы хотела попросить, чтобы мы в конце концов не забывали о том, что ребенок в школе остается ребенком. И вся эта взрослая возня вокруг ЕГЭ, погоня за баллами не должна отбить у детей желание познавать новое, учиться. Слушай, ну вот у тебя просто ребенок еще маленький, я посмотрю на тебя, ты вспомнишь мои слова, когда вот ты будешь гоняться за этими баллами и всю эту возню организовывать. Ну, точка, запятая, вышла рожица кривая, все это понятно, Алсу. Вопрос-то в другом. Вот сегодня я в очередной раз убедился, что все зависит от конкретных живых людей. Да, нужно, конечно, учителям и школе создавать благоприятные условия жизни и быта. Безусловно, нужно. Но если учитель там не умеет или тем более не любит общаться с детьми, вот хоть ты его вот обсыпь золотом или обставь умными классами, толку не будет, понимаешь? Но где взять-то столько много хороших кадров? Работать надо и искать. Тебе слово. До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Несмотря на компьютерную начинку, умные классы, инновационные методики и прочие интерактивные фишки и навороты, современная школа – это все-таки по-прежнему, прежде всего, живые люди и творческий процесс. Педагоги, для которых это не просто профессия, а призвание. Дети, которым тесно за партой и хочется гулять. И родители, которые за все переживают. Ну, с Днем знаний нас всех! Доживем до понедельника. Смотрите «Честно говоря» на канале БСТ и берегите себя и своих близких.